Qeniniuq qani wadlay dekaber Süleymanstальский rayон patoldi qetendi tarix tavicinchka qadaydi xana. Alatayısız etigiz egeça Kirovski kanaldin wadlay nubatin qolaxar aqaltarna. Kanal официально qayda açıqunin Zurba Merekatar Korxurin qiliqay kanal fizay qaqanda qilafana. Merekatar rayondin və xurerin administrasiyerin qoluqçiral və xurerin ahaliral alavayaz hukumatin min milyovat xozdin upravlendin qilavaybor kanal txunin Merekatar qiletxay подрядный шерт аралай карханадин руководителери штиракна. Асиралди Гза Бубайрин Эрзиман Мурад Qilezaqatna. Уважаемые друзья, уважаемые жители Сулейманстальского района, уважаемые наши гости. Сегодня для нас важное, долгожданное событие, праздничное событие. Событие связано с победой нашего народа. Недавно на семинаре совещания глава республики Владимир Абдуалиевич Васильев сказал: народу нужны победы. Сегодня мы являемся свидетелями грандиозного события, большой победы, победы добра, созидания, победы строительных направлений. Для нас, для наших жителей, особенно для жителей Корчагской долины, это важное событие. Практически мечта наших дедов воплощена в жизнь. Еще 50-е годы наши деды здесь вручную копали около 7 километров, чтобы подвести канал, чтобы обеспечить водой, в частности, и жителей Куркента, Алкадара, Сардаркента, и жителей 4 сел Корчагской долины. К сожалению, в те времена, в советское время, не смогли реализовать до конца проект, не смогли подать воду. И вот мы являемся свидетелями, вода подана в Корчагскую долину. Это даст нам, для наших жителей, для сельхозтоваропроизводителей, толчок развития района. Потому что с этим связаны огромные площадя, будут подвешены под поливную воду. Уже реализуется проект «Миллиардник. Стальские сады». Уже заложено около 120 гектаров суперинтенсивных садов. Уже, надеясь, что проект будет реализован в 2018 году, уже люди, сельхозтоваропроизводители, КФХ, арендаторы, они уже заложили мелкоконтурные участки, закладываются и большие участки, организовываются СПОКи. Я почему говорю о толчке сельхозразвития района, развития АПК? Потому что миллиардник проект нам даст возможность принять участие в программе комплексного развития сел Юхаристаля, Ашагасталя и Артастала. Потому что миллиард частных инвестиций привлекается, и государство дает возможность нам участвовать в этих программах. Это, следовательно, строительство школ, ФАПов, учреждений культуры, это строительство инженерных сетей, коммуникаций, вода, газ и многие проблемы. То есть мы видим реальную победу, большую победу, победу важную для нас. И, естественно, я слова благодарности хочу выразить, самые большие, искренние слова благодарности, Золкит Магомедович, вам, Министерству мелиорации республики, потому что без вашей помощи, без вашего содействия, без вашего непосредственного контроля, без вашего этот проект не удался бы. Уже в течение этого года, я, если не ошибусь, около 10 раз вы приезжаете с большой вашей командой. Вы держали на пульсе это строительство. Мы сегодня являемся свидетелями грандиозного строительного такого бума в районе. Маленькая победа. Мы сегодня, вот Гамила Сманович красивые слова сказал. 5 автобусов нам удалось перед Новым годом поменять старые автобусы на новые. Это тоже заслуга главы республики. Гамила Сманович здесь красиво сказал, пусть на этих автобусах едут герои, академики, ученые, сельхозтоваропроизводители, виноградари, инженеры, доктора, будущие герои наши. Поэтому я еще раз выражаю благодарность всем строителям, всем, кто принимал участие в этом проекте. Благодарен жителям Корчагской долины, которые приезжали месяц раз, когда мы завершим. Чем помочь? Организовывали субботники, организовывали такое содействие строителям. Такая общая работа общественности района, партии «Единая Россия» и
ФГУП Минмелеводхоза. Спасибо еще раз всем, кто принимал участие. Спасибо, Залким Магомедович, вам. Спасибо, Гамлат Самуилович, вам. Спасибо всем. Да здравствует вода! Вода — это жизнь. Спасибо. Разрешите слово предоставить руководителю ФГУП Минмелеводхоз Залким Магомедовичу Курбанову. Спасибо. Спасибо, уважаемый Нурман Тамшкенович. Салам алейкум, уважаемые земляки. Я по-другому не могу это сказать, потому что я, вот как Нурман Тамшкенович сказал, я год, наверное, если не 10 раз, раз 5-6 сюда приезжал, пока строился этот объект. И на самом деле очень приятно видеть то, что сделано своими руками. И если это идет во благо народа такого, который ждет эту воду, да, нам, наверное, вдвойне приятно. Подача воды вообще один из таких богоугодных дел, и мы вместе с моими коллегами Бегиш Шаневичем, Шамилем Мухановичем приехали сегодня на это торжественное мероприятие, да, чтобы посмотреть и поделить вашу радость с нами. Я думаю, вы это с удовольствием сделаете. А то, что зависело от нас, да, за эти короткие сроки, да, с прошлого года, этот масштабный проект для Сулейман-Стальского района, без поддержки администрации района и жителей этого Карчакской долины, и понимания, и содействия, наверное, не получился таким красочным и таким красивым, да. Поэтому я от души хочу поблагодарить администрацию района за ту поддержку, которая нам всегда оказывалась. И были у нас моменты, начиная с проектирования и кончая запуском объекта, где нам приходилось тесно сотрудничать и принимать совместные решения. И мы сегодня видим тот результат, который мы ожидали. Поэтому вам большое спасибо. И мы в дальнейшем тоже готовы быть рядом с вами. Любые ваши жалобы, претензии, предложения мы готовы принимать как хорошие замечания и будем стараться устранять. А если не будет хватать воды, мы постараемся как-то эти вопросы решать. Вам большое спасибо. Я вас поздравляю с этим праздником. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Слово предоставляется депутату Народного собрания Магомедову Гамилату Самуиловичу. Спасибо. Спасибо. Дорогие земляки, мне очень приятно. Вот это очередное такое событие в жизни нашего района. Буквально несколько месяцев тому назад мы были свидетелями, как за 50 лет не было сдано в районе ни одной типовой школы. Селение Минхи, родины, на родине классика дагестанской литературы Тимимина, мы благодаря новому руководству республики по его инициативе на 440 мест сдали великолепную школу. Мы являемся свидетелями, как наш новый руководитель Владимир Абдуалиевич Васильев буквально как только приступил к работе в декабре месяце прошлого года, ликвидировал долги педагогических работников за 1,5 года по коммунальным. Зарплату выдает не один раз в месяц, вовремя дает 2 раза. Я хочу сказать, 100 школ, проект, тоже созданный проект по инициативе главы республики Васильева. Буквально вот сейчас мы объехали эти объекты, они тоже готовы, 5 школ на долю Сулейман-Стальского района. Я считаю это большим событием. Только что район получил 5 новых автобусов. Я уверен, еще несколько получим до конца года. Я это все перечисляю потому, что район сейчас на подъеме. Мы сейчас на правильном пути. Были времена, когда необъективно, несправедливо распределялся так называемый республиканский бюджет. Сегодня этого нет. Сегодня мы видим справедливое отношение ко всем районам, ко всем поселениям. Я хочу еще раз заверить руководству нашей республики, Народное собрание, что Сулейман-Стальский район, как и раньше, и сейчас будут трудиться на благо республики, на благо России. То, что касается этого субъекта, объекты, которые сейчас, я неоднократно, наверное, раза 10 побывал, я вам должен сказать, это великолепное сооружение, великолепное. Я даже думал, для сельской местности это может быть слишком шикарный объект. Я хочу, чтобы Карчакская долина, наконец, десятилетиями их мечта не сбивалась. А сегодня получают воду. Вода — это что такое? Вода как воздух. Без воды нельзя землей пользоваться. Нет садов, нет ничего абсолютно.
животноводства. Поэтому Карчакская долина может начинать новую эру, новый этап своей жизни. Я хочу, чтобы эти люди здесь, этой долине, еще раз здравствовали, чтобы к ним побольше богатства, побольше. И главное, скоро там будет сдан дворец спорта. Это я вообще считаю великим событием. Дворец спорта в одном населенном пункте, причем типовое здание. Я желаю всем здоровья. Я желаю, чтобы и цел, и всеми, и сала кура, колере берекат кура, аялар артохура, аялар куринг динджура, генен кюсара. Слово предоставляется генеральному директору ООО «Дире» сельхозтоваропроизводителю Таджибову Заидину Джамалдиновичу. Дорогие гости, уважаемые мои односельчане, жители Карчакской долины. Вы знаете, что в 1950 году начали киркой и лопатой этот канал рыть, для того, чтобы обеспечить вот это 4 села водой. К большому сожалению, в то время не смогли они исполнить свою мечту. Вот сейчас мы становимся свидетелями, как уже вода в настоящее время подается, и мы, как говорится, благодарны в этом вопросе. Я хотел бы, с вашего разрешения, немного приостановиться, отметить с нашей стороны, со стороны жителей, кто больше вклад, как говорится, вложил в это дело. В этом деле я хочу сейчас, как говорится, помог в первую очередь для того, чтобы нам эта вода пошла, наш уважаемый, наш лидер Имам Замдинович Яралиев. В 2008 году, когда он стал главою, мы были у него на приеме. Мы ему тогда рассказали, что вот этот был канал. Он тогда нас спросил, а нельзя ли выше поставить самотеком, что пошла вода? Вы знаете, была построена внизу насосная станция. Он тогда нам сказал, это 2008 год, март месяц, что мы постараемся, чтобы самотеком вода поступала туда. Не насосом и качать возле Сардаркента на очистное сооружение, а самотеком. Вот его заслуга заключается в том, что он построил головное сооружение, то есть изменил проект, заставил всех переделать вот эти проекты, и чтобы самотеком вода поступила на очистное сооружение и к нам эту поливную воду тоже. Большое ему спасибо, мы ему благодарны, низкий поклон ему. После этого, когда этот вопрос решался, хочу сказать от вашего имени благодарность Залкип Магомедовичу. Вот, во главе с ним наш председатель нашего собрания Штибек Гаджимедович, Нариман Шамсудинович. Они в это время добавили обороты, чтобы быстрее этот вопрос решить, изготовить проект, проехать Ростов 2 раза, приехать в Махачкалу, туда-сюда. Вот, Штибек Гаджимедович, большое вам спасибо, низкий поклон вам. Во главе с Нариманом Шамсудиновичем. Если Нариман Шамсудинович не давал бы разрешения, сказал бы, нет, сиди тут, тоже не смогли бы сделать. Спасибо вам. Низкий поклон вам. Самое главное, уважаемые друзья, этот вопрос и не решался бы, если у нас главой не стал бы Васильев Владимир Абдуалиевич. За 1 год, вот вы просто запомните, да, за 1 год, смотрите, сразу сделали финансирование, чтобы закончить школу. Прекрасная школа, я был 100 там, посмотрел. миллионов рублей на школу. Ну, я вот это выделил сразу туда. Сразу начал строить школу Алитхрел. Сразу увидите водовод, сразу деньги финансирования. К сожалению, предыдущие главы особо любовью к нашему району не пользовались. Вот. У них были другие интересы и другие ценности. Мы благодарим, если не был бы, может, Васильева, может, и эта стройка тоже, как говорится, осталась бы на долгие времена и осталась бы незавершенкой. Благодаря его инициативе, выделению финансированию,
Благодаря этим нашим руководителям этот канал построен. Спасибо ему и Владимиру Абдулалиевичу. Вот. Он правильно держит политику. Он как командир взвода. Когда он приходит, командир взвода, когда видит свою команду, он видит, который не может идти в бой. И преступники, и ненадежный товарищ. Он освободился от этих. Сейчас, может, у него надежная команда. Мы будем надеяться, вот, чтобы он в дальнейшем тоже продолжал эту линию. Но ему будет очень тяжело, потому что за 27 лет глубоко эшелонированную власть, которая имеет свои связи, ему двигать очень тяжело будет. Но пусть он знает, жители Карчакской долины, села Нитюк особенно, мы надеемся, что он нам поможет построить новую школу. Мы надеемся, что он нам асфальтированный на следующий год включит, что мы его поддерживаем. Все жители нашего района, во главе с Нариманом Шамсудиновичем, он всегда тоже за справедливость, за порядочность, чтобы он так и держал. И мы все его будем поддерживать. Ему тоже спасибо, и вам тоже спасибо, что слушал. За большой личный вклад в развитие социально-экономическое развитие Сулейман-Стальского района, особые заслуги перед жителями района в ходе реконструкции межхозяйственного канала Кировский, сооружениями Кировской оросительной системы, вручить диплом почетный гражданин Сулейман-Стальского района Курбанову Залкип Магомедовичу. Пожалуйста. Спасибо, Золотан Ильич. Спасибо. Вам спасибо. Владимир Магомедович, как почетный гражданин Сулейман-Стальского района Абакарову Таджиру Абакаровичу. Без его усилий, без его ума, без его отношения к этому водоводу, да и к другим проектам, этот проект не состоялся бы. Это нужно признать. Большая благодарность, Таджир Абакарович, вам. Пусть вас бережет Всевышний. Аллах Тахирак. Главный проектировщик. Да, это почетную грамоту дай. Грамоту держите. Спасибо. Самая высокая награда района — это почетная грамота Сулейман-Стальского района. Награждается Гасанов Тельман Набиевич, генеральный директор ООО «ШЕР». Большой строитель, большой созидатель. Спасибо, Тельман Набиевич, вам. Спасибо. Разрешите вручить вам почетную грамоту. Почетной грамотой награждается Чинеев Беги Чинеевич, первый заместитель директора ФГУ Мелеводхоз Республики Дагестан. Поздравляю от души. Спасибо вам большое. Благодарность Мутазаеву Далгату Сайпулаевичу, ведущему инженеру отдела реализации ФЦП ФКС. Благодарность объявляется решением администрации Сулейман-Стальского района Максудову Аскандару Шамиловичу, прорабу ООО «ШЕР». А где Аскандар? Спасибо. А сейчас я на сцену, то есть сюда приглашаю Расула Абдулкибирова, пожалуйста. Ваши аплодисменты. Так, давай сюда, До Корчага. Мы уже пароходы движение. А, ветер что-то боком. Ай, молодец.
Вот какое значение имеет вот эта водокора для Южного Дагестана? Объект был начат с реконструкции строительства Сардаркинского канала в рамках реконструкции Кировской растительной системы. Был начат в прошлом году, в начале 2017 года, в середине 2017 года, и в этом году нам удалось совершить строительство. И вот мы сегодня участвуем в мероприятии по торжественному вводу объекта в эксплуатацию. Мы уже получили все разрешительные документы, и объект функционирует уже в рабочем порядке. И я думаю, то состояние, которое есть сегодня на объекте, дает нам надежду, что обеспечить водой Корчагскую долину нам удастся без перебоев. И я думаю, мы будем подавать воду. И более того, есть такие перспективные планы в Корчагской долине, когда начали строить этот канал. У нас не было практически, не то что не было, у нас тех площадей, которые сейчас заявляют, уже те проекты, которые начали реализовываться в этой зоне, нас радуют. И я думаю, дальше еще больше будут проекты, поэтому нам очень приятно, что нам удалось достичь этого результата, и это все благодаря нашей тесной работе с администрацией района, за что я очень благодарен администрации района. И я думаю, тот результат, который мы сегодня видим, это, конечно, и позитивный момент не только для района, не только для жителей Корчагской долины, это, в общем, и по всей республике. Я думаю, для всей республики это очень такой пример, хорошей работы и хорошего результата. Если мы делаем, значит, добиваемся результата. Поэтому я от души поздравляю всех жителей Сулейман-Стальского района и тех жителей, которые непосредственно будут получать по этому каналу. Мы видим сегодня, в каком прекрасном состоянии канал находится, поэтому попрошу, чтобы бережно относились к каналу и чтобы выполнялись все наши требования во время поливного сезона. Насколько значимость этого объекта для ввода Сулейман-Стальского и ближайших районов? Для нас, для жителей Сулейман-Стальского района, да и соседнего Табасранского района, этот объект очень важен. Это мечта наших дедов. Я как говорил, 50-е годы вручную кирками, лопатами деды рыли здесь канаву, но не смогли, к сожалению, довести до логического завершения. И вот после развала страны это первый такой проект, реализованный в области АПК, мелиорации. И он дает нам возможность обеспечить, помимо орошаемых земель, еще дополнительно 2500 гектаров земли условно неорошаемых. Это даст толчок развитию агропромышленного комплекса Сулейман-Стальского района. Проект важный, проект нужный. 7,5 километров проведен в бетонных изделиях. Мы уже убедились, что вода подана. Мы очень благодарны заказчику ФГУП Мелевохоц, это федеральные средства, за своевременную сдачу и качественную сдачу объекта. Сколько вы строили? Какая техническая характеристика? Значит, мы строили 17-18 год. Она планировалась 2 года, потому что финансирование такое было. И его мощность, канал 2,5 кубов подачи и 2500 гектаров орошаемых земель. Что ноу-хау применили в этом? Ну, тут ноу-хау особо такого, это сложности нет канала, просто сложности здесь. Она трудоемкая, бетон, повороты. Все, а так обычный бетон, армирование, все такое. Сколько человек работало? Да, работали бетонщики, работали арматурщики, работали механизаторы. Вот, спасибо им, они от души поработали. Хотя сроки даже... такие были? Сроки были? Сроки мы даже воду пустили в августе месяце, уже даже было пущена вода. Вот. После этого, естественно, нам пришлось дополнительно еще 4 километра на голове и здесь 3 километра привести существующие каналы, соответственно, порядок, очистка, углубление, чтобы могли воду пропустить. Наша цель, чтобы вода была пропущена с 75-го пикета и дальше до 108-го пикета. Шадмяре Катерин Гюринлай, муниципальный районный администрация день, Вамахачкаладай Атануай Мухмандрин Десте, районный Хурин Маешатин Зурба проектир, Сталрин Баглар, Умирдиз Кучир Мисавай, Майдан Рал Фена.